Здравствуйте! В эфире канала «Новый век». Выпуск новостей. Информационную картину дня представлю я, Анастасия Маслова. Трагический случай. В приемном покое Республиканской детской больницы умерла двухлетняя девочка. Ребенка доставили в медицинское учреждение экипажем санитарной авиации села И Тоджинского района с признаками отравления перманганатом калия, попросту марганцовкой. Несмотря на оказываемую помощь, девочка скончалась. По данному факту Следственный комитет проводит доследственную проверку. В настоящее время для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются близкие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Общественный совет при МВД по Республике Тыва организовал благотворительную акцию по сдаче крови. Мероприятие было проведено в целях оказания помощи пострадавшему от несчастного случая маленькому мальчику. Информация о несчастье, постигшем семью ребенка, поступила в отделение информации и общественных связей МВД по Республике Тыва от коллег-журналистов. Сообщалось, что двухгодовалый мальчик опрокинул на себя кипяток. В тяжелом состоянии ребенок был доставлен в реанимационное отделение республиканской больницы. Ему срочно требовалось переливание крови. Узнав о произошедшем несчастье, члены общественного совета совместно со студентами решили оказать помощь пострадавшему ребенку. В настоящий момент состояние мальчика стабилизировалось, он переведен в ожоговое отделение. Познакомиться с образовательным учреждением и, возможно, определиться с будущей профессией. Такая возможность была у школьников столицы. В Кызылском колледже искусств прошел день открытых дверей. Для гостей образовательного учреждения подготовили насыщенную программу: экскурсии, мастер-классы, викторины, лотереи и концерт. Подробности далее. Соня учится в 8 классе, и скоро перед ней встанет выбор: продолжить обучение в школе еще 3 года или после 9 класса поступить в узконаправленное образовательное учреждение. Для того, чтобы узнать, какие специальности предлагают в колледже искусств, девушка пришла на день открытых дверей. Ведь раньше Соня увлекалась рисованием, и то, что она свяжет свою жизнь с творчеством, девушка не исключает. Я ходила в художественную школу, но это было давно, 4 года. Но я красиво рисовала. Изобразительные и прикладные виды искусства, народное художественное творчество, библиотековедение, инструментальное исполнительство – это лишь небольшой список направлений, по которым обучают в колледже. Это образовательное учреждение однозначно отличается от других. Здесь все пропитано духом творчества. В одном кабинете распевается, в другом танцуют, в коридоре репетируют на музыкальных инструментах. Здесь учат это делать профессионально и с любовью. Кызылскому колледжу искусств уже больше 50 лет. За это время из его стен вышли тысячи специалистов в сфере культуры и искусства. Своими выпускниками в образовательном учреждении гордятся. Знаменитых выпускников у нас немало. Самые яркие – это в основном деятели культуры, которые в творческих коллективах себя реализуют. Всем известные фольклорные различные ансамбли Тыва, Тыва-Кызы – это в основном все наши выпускники. Старшеклассников познакомили с теми, кто здесь учился и учится. Школьникам показали раритетные вещи, которые хранятся в образовательном учреждении, и предложили поучаствовать в викторине. Ну и, конечно, специально для гостей подготовили концерт. Возможно, кто-то из школьников вдохновился творческой атмосферой и в этот день для себя сделал выбор в пользу искусства. Анастасия Маслова, Алексей Филиппов, телекомпания «Новый век». Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, продолжим сразу после нее. Бабушка знает, где что покупать. Помидоры на рынке, а мясо у Семеновны. Технику-то дешевле в интернете. Смотри. Мощный и компактный пылесос LG по интернет-цене 4990 рублей. РБТ.ру. Приглашаем вас за подарками к празднику Шага. Выставка-продажа самоцветов и изделий из натурального камня с 10 по 19 февраля в Национальном музее. Компания «Геотех». Недвижимость по всем правилам. Работаем с любыми объектами недвижимости. От маленькой дачи до линейных объектов. 8 923 219 99 11. Кочетова, 93, 3-й этаж. В эфире новости, мы продолжаем выпуск. 5 самых активных дворов Кызыла, помимо поддержки от государства на минимальный перечень работ, обустройство проездов, установка скамеек, освещения, урн, помощи по озеленению, смогут также получать в качестве бонуса от муниципалитета детские площадки. А Министерство спорта поможет в оборудовании простой спортивной площадки и комплекса турников. На встрече с активистами дворов города были обсуждены изменения в условиях конкурса «Вместе» по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств. Организаторы уточнили, что заявки на конкурс подаются до 1 марта в Департамент городского хозяйства мэрии города Кызыла по адресу улица Ленина,
дом 32, первый этаж, кабинет 107 с понедельника по пятницу. Подробную информацию о начале, ходе проведения и результатах конкурса можно узнать на официальном сайте органов местного самоуправления города Кызыла и на странице в социальной сети ВКонтакте. В Туву приехал габаист Алексей Балашов с концертной программой «Паганини Габоя». Известный российский габаист, лауреат международных конкурсов Алексей Балашов выступит с участием преподавателей из Республиканской школы искусств в концертном зале Тувинской государственной филармонии имени Халилова 10 февраля в 18 часов вечера. В программе наряду с яркими старинными сочинениями гениальных композиторов Баха, Вивальди и Моцарта прозвучат виртуозные произведения итальянских композиторов XIX века. Так исторически сложилось. Изначально я играл на фортепиано с 10 лет, и вот через некоторое время мои родители решили отдать меня, перевести в духовую школу, надо было выбрать духовой инструмент. А незадолго перед этим мой отец, известный гроссмейстер Юрий Балашов, познакомился во Франции с габаистом Сергеем Бурдуковым. Сергей сейчас живет в ЮАР. Тогда он был солистом Большого театра, и когда речь зашла о выборе инструмента, то родители решили отдать меня на гобой. То есть, в общем-то, на гобой я играю уже больше 20 лет. Алексей Балашов проявил себя как яркий солист. Его называют виртуозом гобоя, Паганини Габоя, за высочайший уровень исполнительского мастерства, проникновенную и деликатную манеру игры, красивый звук инструмента, совершенное владение техническими сложностями гобоя. Алексей Балашов много гастролирует по России и миру. Все великолепие, звука и богатство технических возможностей гобоя Алексей Балашов покажет в эксклюзивной программе «Паганини Габоя». Отметим, что маэстро гобоя Алексей Балашов выступает в Кызыле уже в 3-й раз. Настолько любим тувинской публике звук его инструмента. Ну а сейчас узнаем, что прогнозируют нам синоптики. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды. Я ведущая Ксения Перумова. Партнер программы у нас сегодня магазин «Медтехника», который предлагает ортопедические и реабилитационные изделия. В ассортименте корректоры осанок для детей и взрослых, ортопедические стельки и различные приспособления, бандажи «Шанса» и плечевой пояс «Дикуля», а также шины «Фрейка». Всегда в наличии ходунки, костыли, трости и санитарные приспособления. Магазин «Медтехника», Калинина 3, дробь 3, цокольный этаж. Магазин «Медтехника». У нас вы найдете все, что поможет поддержать ваше здоровье в домашних условиях. Массажеры, ингаляторы, кварц, солевые лампы, лампы Чижевского. Также в наличии медицинская одежда и аксессуары. Халаты, перчатки, шапочки, маски, чехлы на фонендоскопы и многое другое. Калинина 3, дробь 3. Магазин «Медтехника». Будьте здоровы! А теперь о погоде на 10 февраля. Утром стоит утеплиться, выходя из дома, так как на градуснике ожидается минус 30 градусов мороза. Днем будет ясно и безветренно, за окном минус 19. Ну а вечером вновь похолодает до минус 25 градусов ниже нуля. Влажность воздуха 70%, атмосферное давление 715 мм ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное. На этом все, приятного вам вечера, берегите себя. По информации синоптиков, предстоящие сутки. В Туране пасмурная погода без осадков. Температура воздуха утром минус 25-28 градусов мороза. В Арадане пасмурно от 20 до 25 мороза. На Полке ясная погода, температура воздуха минус 13-15 градусов. В Танзыбее без осадков. Температура воздуха от 13 до 15 градусов мороза. По всей трассе проводится очистка дорожного полотна, проезд удовлетворительный. На этом у меня все. Далее в эфире программа «Услышать каждого». До свидания. В новом номере еженедельника Тува ТВ читайте. Откуда пошла традиция отмечать Шага в Туве? Внимательно изучите способы отъема денег мошенниками доверчивых людей, чтобы избежать неприятностей.
Электронный полис ОСАГО. Что это и как его получить? Внимание! Продолжается фотоконкурс с фитнес-клубом «Фитнес-джим». Первый недельный победитель. А также курс финансовой грамотности, тибетский календарь, погода, тест, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрышей лотерей, ТВ-программа, недвижимость в отдельном блоке и огромное количество объявлений. Если объявления, то Тува ТВ.